Язык – тема, которая стала еще более актуальной с началом войны между Россией и Украиной. И здесь опять нет однозначных сценариев. Внушительная часть русскоязычных после 24 февраля встала в оппозицию Кремлю и критикует его именно на русском. При этом многие русскоязычные украинцы в последние годы после обострения ситуации стали изучать украинский и намеренно говорить на нем. Язык – главный механизм самоидентификации, и в критические моменты вопрос обостряется. У нас в Казахстане в этой сфере проблем не становится меньше. Огромная часть граждан до сих пор не делает даже попыток выучить язык. И это при том, что русские, бежавшие от войны в Казахстан, организовывают в Алматы курсы по изучению казахского языка. Я учу казахский. Вы думаете, это так просто? В 44 года учить как школьник язык, это при том, что все твое окружение абсолютно русскоязычное. Это при том, что твоя работа вся практически русскоязычная. Ну, это не то, что сложно, это архисложно. У меня, в принципе, очень хороший казахский язык, который понимают 100% носителей, да, казахского языка. Но опять же, я смотрю, там один комментарий фейстан, Арман, там, сен казахстан соншалықты керемет емес, там. То есть мне тоже вот эти хейтеры пишут, типа, что, у тебя, что за казахский язык у тебя там, типа. Это вопрос, понимаете, культуры человека. Здесь уже невозможно как-то решить. Я пытаюсь объяснить людям, что нужно поддерживать всячески. Хотя, например, вот в моей личной практике я знаю, что очень много ребят, которые там, славян, друзья, да, у них, может быть, есть в лексиконе где-то 100-200 слов казахских, которые они очень умело применяют. И я могу сказать, что вот большинство казахов, просто это как бальзам на душу. Очень хорошо это все воспринимается. Я не наблюдаю никаких националистических там нападок, там, да, допустим, если один раз было, я ехал в такси, и водитель не разговаривал по-русски, я так понял, принципиально, да. Я его телефон спрашиваю, он по-казахски говорит, я там 4 цифры из 10 знаю, пытаюсь ему по Каспию деньги отправить. А по факту, когда я сказал, что я с Украины, он там, очень на ломаном русском, но начал со мной объясняться. Если я не понимаю казахский, да, я объясняю, что иностранец, ко мне никаких претензий по этому поводу нет. Если даже человек не знает русского и мову соловьину, на которой я никого не заставляю здесь разговаривать, в отличие от некоторых, мы договоримся на пальцах. Если есть желание мне помочь, люди это помогают. Я купил очередной раз себе такую шапочку, там даже написано «Алтай», и она такая сувенирная, с другой стороны помогает от солнца и так далее. Но в Казахстане меня принимают за казаха, здороваются по-казахски со мной, но я что-то ответить не могу, но только поздороваться, наверное, потому что поддержать беседу я не смогу, но на уровне, когда мне говорят, сумму, которую я должен заплатить на кассе, наверное, я все-таки разберу, что там, сколько там мын, да, сколько тысяч я должен заплатить, я пойму. Но, к счастью, Казахстан по-прежнему двуязычен, поэтому, опять же, не говорю, что это хорошо или плохо, наверное, это скорее обогащает страну, чем, ее как-то не сводит. Но русскую речь здесь, в общем, все понимают, поэтому, в общем, никто на нее нервно не реагирует. И слава богу. У нас есть курсы, у нас это, в смысле, скажем так, той общины, которая здесь, их тут много, на самом деле, таких компаний, да, русских переселенцев, какие-то знакомые, там чисто даже по-бытовому каким-то вещи там решаем, там, утюг одолжить, да, какие-то простые вещи. Казахский, мне кажется, сложным, но интересным языком. У нас есть такая внутрисемейная шутка, что казахским языком он похож на заклинание волшебника. Так звучит несколько необычно, но такой интересный язык. Хочется, да, учить. Мы же видели языковые курсы, здесь есть даже бесплатные курсы. Да, Дарихана – это аптека, да? Дарихана, да. Рахмет, конечно, мне кажется, все знают, да. Достарының жүзінде аударылған
я считаю, что мы ни в коем случае не должны заставлять насильно. Это должен быть принцип мягкой силы. Я уже как-то говорил. Рецепт достаточно простой. Мы живем в эпоху капитализма, поэтому знание языка должно быть выгодным. Да, поэтому я думаю, что вот любая славянская семья, если у них там родился ребенок, и его нужно в детский сад, то мы знаем, какие у нас глобальные проблемы. Да, то если ты отдаешь в казахскую группу, то это должно быть абсолютно бесплатным. То же самое касается, если ребенок идет в казахскую школу, то же самое. Там государство должно взять дополнительно на себя расходы, там, я не знаю, форму ему покупать, одежды, книги, портфели, все что угодно. Да? И далее создавать условия для того, чтобы, предположим, даже при получении высшего образования там, были десятки тысяч грантов бесплатных от государства, были бесплатные общежития, были повышенные стипендии. И я думаю, что... И на самом деле, если это посчитать, это денег выйдет на порядок меньше, чем мы потратили на эту бездарную ЛРТ. За 10 лет мы могли бы сделать казахский язык основным языком общения. Я не очень охотно учил казахский язык, например, и не понимал, зачем я вообще в России буду жить, да, я понимал, что я перееду, и, в общем, меня это, может быть, там не сильно мотивировало, и надо понимать, что еще и, конечно, методически преподавание казахского языка сильно там отставало, по крайней мере, я не знаю, как сейчас, от там, изучения английского там, или немецкого, но я вам скажу, что русские, которые живут внутри России, внутри республик, еще более в этом смысле радикально, да? Они не хотят язык учить башкирский или татарский, или там бурятский, или какой-нибудь еще. Не хотят они учить. И более того, еще и могут даже сказать башкирам, которые говорят по-башкирски, сказать, так что вы там это на своем? По-русски говорить, вы в России. И это не воспринимается как какой-то харам, это вообще не воспринимается как что-то такое запредельное. Российское общество в целом не осознает вообще проблемы своей, связанные с таким бытовым национализмом или с имперским сознанием. Вообще не осознает. Как метиска я чувствую насилие постоянно над собой, что мне обязательно нужно определиться с этносом. Ты определись, да, мне постоянно говорят. Русские к своим не берут, потому что какая я русская, да, посмотрите. Казахи к своим не берут, потому что я Настя, не говорю по-казахски, какая же ты казашка, Настя, да, то есть это очень странно. И в итоге я получаюсь какой-то мексиканкой, да. У меня дети, они продукт вторичной метисации, то есть я метиска, их папа метис, они, получаются, вдвойне метисы. И они уже новая раса евразийская. Но я постоянно сталкиваюсь в интернете, когда мне говорят «ты казахша сөйле». Я постоянно... во-первых, конечно, когда узнав, что я метиска или Настя, или Анастасия, да, ты же не казашка, то есть я как бы недочеловек. Это очень, конечно, обижает, и это недопустимо. И мои русские друзья периодически сталкиваются с таким моментом. В такси почти постоянно, да, например, подруга ехала в такси, и ей, вместо... Она выбрала эконом, и почему-то оказалась попутчиком, да, то есть и она предъявила ему, я же выбрала эконом, почему? Ты, наверное, русская, такие гнилые разговоры ведешь. Ни один человек не захочет быть второго сорта. Никто не захочет быть второго сорта. И я не захочу быть второго сорта. Если мне здесь скажут, что-то как-то ты не на том языке говоришь, там, мы тут титульные все из себя, ты очень не титульная, вот у тебя там мама украинка. Ты не титульная, извини, мы лучше тебя, ты не титульная. Да я соберу чемоданы, детей и уеду. Я не хочу, чтобы мне здесь тыкали моей нацией, моей расой, вешали мне звезду какую-нибудь там, да, измеряли мою голову штангенциркулем, проверяли на тех ли правильных или неправильных языках, я говорю, это фашизм, это нацизм. Я не боюсь называть эти вещи своими именами. А страна, которая превозносит одну нацию над другой, это не моя страна. И у меня друзья напрямую спрашивают: Настя, когда нас будут резать, ты предупредишь? Когда это начнется, ты предупреди, мы, может быть, сдрыснуть успеем куда-нибудь, не знаю, там, в Кыргызстан, в ближайшие страны от этой резни. Ты предупреди, пожалуйста, а то мы очень нетитульные. Я их успокаиваю, как могу. Говорю, ребят,
Не все же такие, большинство другие, большинство казахов совершенно другие люди. Очень, они как раз такие, какие всегда мы были, потому что культурный код казахов – это сердоболие. Если бы я был казахом, который живет, предположим, в Монголии, я бы также смотрел бы на Казахстан как на свою родину, да, как на мой даже не запасной, а основной аэродром. Да. Почему мы там... И они стремятся, многие из них, и мы стараемся здесь создать все условия. Также понятно, что Российская Федерация тоже для соотечественников, есть программа поддержки соотечественников, да, по которой многие люди русской национальности выезжают. И у меня одна родственница работает в ЦОНе и утверждает, что в последние месяцы в Казахстан возвращаются уже не просто там релокация там, или временно, да, а именно на ПМЖ возвращаются семьи славянские, которые выехали в Россию 10-15 лет назад. Думаете, что такая тенденция сохранится? Ну, я думаю, сохранится, если на самом деле Россия уже на сегодняшний день стала изгоем, страной-террористом. И понятно, что адекватным людям не хочется быть гражданами такой страны, в которой нету элементарных вещей, к которым мы привыкли, да, открытого интернета, вы знаете, что там нету там соцсетей, Фейсбука, Инстаграма, осенью говорят, Ютуб закроют. Даже просто пойти в Старбаксе попить кофе. Ну, поэтому я думаю, что те русскоязычные люди, которые живут в Казахстане, на сегодня они переосмыслили очень многое. И я думаю, конечно же, многие из них хотели, наверное, переехать, может быть, да, в силу разных причин. Я думаю, за эти 5 лет они переосмыслили, и многие из них, наверное, скорее всего, останутся. Вы знаете, что нужно сейчас сделать, на мой взгляд, русским? Перестать быть квартирантами в плане участия в общественно-политической жизни. То есть сегодня посмотрите, все политические партии, все гражданские активисты, они казахи. Русских там единицы, понимаете? А это очень плохо. То есть идет некое отторжение, если вы не хотите заниматься. Чем вы? То есть это только деньги зарабатываете здесь, понимаете? То есть вот это возникает некая пропасть между людьми. Гражданин так не должен поступать. Это же если ты здесь остался жить, здесь могила твоих предков, здесь твои дети, так давай вместе с казахами менять эту страну. Помогай, участвуй в этом процессе. Вот это мне главное, мне кажется, главное с точки зрения вопроса, что нужно делать русским. Начать быть гражданами с большой буквы. Я бы хотела, чтобы как можно быстрее все любые боевые действия там закончились. Как можно быстрее бы договорились, как можно быстрее бы, наконец, фашистский режим пал на Украине. Чтобы пришли адекватные люди, которые наконец-то начали бы считаться собственным народом. Хотите Донбасс говорить по-русски? Говорите. Хотите, чтобы у вас в школах был русский язык? Пусть будет. Вы же русские. Ну, то есть, когда наступаешь на горло на такие чувства глубинные, да, национальные, ничего хорошего из этого не будет. И руководству страны нашей нужно это понимать и очень внимательно смотреть на то, что происходит на Украине. Мы сейчас видим воочию, в режиме реального времени, что бывает, если поступить подобным фашистским образом со своим народом, ну или с частью своего народа. Война, которая на сегодняшний день идет на территории Украины, она стала некой такой лакмусовой бумажкой. И я думаю, все эти процессы у нас катализировались, и очень четко стало понятно, какое у нас общество. Ну, слава богу, я был по-хорошему удивлен, что 80% населения, я говорю не только о казахах, да, в целом, конечно, на сегодняшний день на стороне добра, на стороне Украины. И в то же время мы увидели, что как бы и у нас, как любит говорить Арестович, есть зрада, есть люди, которые восприняли вот эту войну как возможность тоже того, что это может повториться и у нас. Есть очень много людей, мы видим это, в том числе и среди наших с вами коллег, которые и открыто, и исподволь готовы кричать «Путин, введи войска», то есть ассоциируют себя еще с той большой страной, которая у нас на севере. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик.